Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Новое видео издевательств над кыргызскими девушками в Москве. Националисты из Кыргызстана пытают своих соотечественниц за то, что те встречаются с мужчинами других национальностей. Девушка кыргызской национальности является собственностью кыргызских парней. Это тупость, это средневековье. Нефть заморозят. Россия, Венесуэла, Катар и Саудовская Аравия договорились снизить добычу до январских уровней. Цена барреля на фоне новостей поднялась до $35. Этот шаг призван стабилизировать рынок и принести пользу не только производителям и экспортерам нефти, но и всей мировой экономике. Прощай, кириллица. В Казахстане снова вернулись к теме латинизации казахского языка. Население разделилось в своих мнениях пополам. Лучше бы наша верхушка занимались бы экономикой. Новый кошмарный рекорд авиации в Сирии. За сутки уничтожены 2 больницы, одна из них детская, 2 школы, десятки погибших, сотни раненых. Кто именно бомбил, точно пока не установлено. Кыргызские националисты издеваются над своими соотечественницами за свидание с мужчинами других национальностей. В Фейсбуке появилось видео, где неизвестные грубо пристают к девушкам с вопросом, почему те встречаются с азербайджанцами. Мужчины используют мат, распускают руки и снимают все на мобильный телефон. Инцидент, по некоторым данным, произошел в ночном клубе «Соло» в городе Коломна Московской области. Это не первый случай, когда кыргызстанцы издеваются над своими соотечественницами за связи с представителями других наций. Наш корреспондент Джибек Бегалиева узнавала, почему в Кыргызстане многие поддерживают так называемых патриотов. Это видео появилось в сети накануне. 2 девушек окружила толпа молодых людей. Мужчина в очень грубой форме пытается узнать, с кем сидели девушки в развлекательном заведении. Армяне, азеры, кто они? Надо вас показать, чтобы вам было стыдно. На протяжении 5 минут девушки оправдываются, почему проводят время с парнями другой национальности и почему находятся в клубе. Я круглыми сутками работаю на заводе. На этот раз девушек не бьют. Правда, что было потом, за кадром, уже неизвестно. Удалось ли им дойти домой живыми и здоровыми? Патриоты, так себя называют эти молодые мужчины, на сегодняшний день сняли множество роликов. На этих видео запечатлено, как члены банды бьют, пинают ногами, а иногда и насилуют землячек. Но никто из них наказания за свои действия так и не понес. И никакие государственные институты не работают, они чувствуют себя безнаказанными. Сумсарбек – феминист, один из немногих в Кыргызстане. Права женщин среди мужчин защищать как-то не принято. Сама вот эта система патриархальная, в которой мы живем, где создались определенные стереотипы и предрассудки, в которых говорится, что женщина, она не личность. Девушка кыргызской национальности является собственностью кыргызских парней. Это тупость, это средневековье. Мы же не во времена инквизиции живем. Псевдопатриотов гражданский активист сравнивает с другим общественным объединением – Кыргчоро. Это националистическая группа, действующая в самом Кыргызстане. Вот одна из их акций. Мужчины врываются в караоке-клуб, где, по их данным, девушки оказывают интимные услуги иностранцам. Один из тех, кто был там, глава штаба организации Бахыт. Ребят, которые издеваются над соотечественницами в России, лидер националистов, говорит, понимает. Победа выходит, когда наши девушки, да, с другими, как бы. А если они будут так же гулять только с нашими парнями? Ну, это можно понять. Бахыт рассказывает, что после того, как в сети начали появляться видеоролики, снятые так называемыми патриотами, кыргызстанки в России стали более осмотрительны. Как бы девушки начали опасаться, да, что даже не то, что с ними открыто гулять, а даже по работе с ними они стараются с ними вообще не общаться. Это хорошо? С одной стороны, да. По его словам, их организацию поддерживают многие. Из-за большого количества обращений, говорит Бахыт, в ближайшее время Кыргчоро намерены повторить свои рейды. Без них, считает житель Бишкека, страна может совсем развратиться. Джибек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.
В Казахстане снова заговорили о необходимости латинизации казахского языка. Программа по переходу с кириллического алфавита на латинский была принята уже давно, но пока только на бумаге. И, как сообщило на днях Министерство культуры и спорта, власти от нее не отказались, и программа будет идти согласно графику. Когда произойдет окончательный переход, не сообщается, но потребуется не менее 5 лет. Это показывает опыт других республик, где также было принято решение провести латинизацию, и где процесс, как правило, затягивался на долгие годы. Что об этом думают жители Казахстана? Я, честно говоря, ни противник, ни сторонник. Если это будет правильно для нас, если люди будут это принимать, как нормально относиться к этому, я думаю, что вполне возможно, да. Это очень тяжело перестроиться, потому что столько расходы надо, сколько время надо. Не знаю, вот как было, так и оставили бы, и легче нам, и учить внуков. Ну, если они сами решают, и надо, не надо, не знаю уже. Я считаю, это не обязательно. Лучше бы наша верхушка занимались бы экономикой, сейчас поднимали бы экономику. Конечно, правильно это алфавит. Латинский алфавит давно нужно было поменять. Это просто он задерживает Назарбаев. Ну, я не знаю. Не знаю. По-моему, абсолютно нет. Зачем? Чего это? Ну, я непонятно, уже не знаю, чего уже поменяли. Все поменяли, ну, дальше, что дальше будет? Конечно, не надо. Почему? Это же казахский родной язык, как его, на латинском. Знаете, у нас время не такое уж легкое, не хотелось бы какую-то часть бюджета переводить именно на эти цели. Это, во-первых. И, во-вторых, наверное, у нас есть другие какие-то моменты, куда можно было и силы народа перевести. Бывший пилот вертолета казахстанского МЧС судится со своими работодателями из Казавиаспаса. С него хотят взыскать 20 тысяч евро, которые, как утверждает компания, он остался должен за обучение летному мастерству в Германии. По мнению самого бывшего пилота, требуемая сумма в десятки раз больше реальной. А в целом в этой истории речь идет о вертолетах «Еврокоптер», с закупкой которых Казахстаном у Франции был связан один из крупнейших в Европе коррупционных скандалов. Подробности у Дмитрия Белякова. У меня есть модель, которую я, кстати, приобрел на этом заводе. Вот этот вертолет. На память? Да, на память. 145-й, на котором мы должны были работать, на котором я работал. Модель вертолета, сертификат об окончании теоретических курсов пилота и десяток фотографий. То, что осталось у Валерия Севастьянова на память после 7 лет работы в Казавиаспасе. Недавно к ним добавился еще и судебный иск от родного ведомства. В 2011 году Валерия вместе с группой пилотов отобрали для обучения в Германии на новый вертолет Еврокоптер 145. Перед поездкой ему нужно было подписать контракт на общую сумму 19,5 миллионов тенге или 130 тысяч евро по действующему тогда курсу. В контракте было обозначено время 5 лет. В общем-то, никто не рассчитывал уходить с Казавиаспаса. Мы рассчитывали работать, что вопросы о заработной плате у нас наладятся, как там обещало руководство. Однако через 3 года Валерий расторг контракт с Казавиаспасом из-за регулярных задержек заработной платы. Еще через 1,5 года ведомство подало на него в суд. И первая инстанция решила, что пилот должен выплатить 8 миллионов тенге или 20 тысяч евро по текущему курсу. Севастьянов начал узнавать, за что же он должен бывшему работодателю такую сумму, и выяснил, что только на его проезд и проживание в 2011 году было затрачено около 20 тысяч евро. Он заказал подобный тур в агентстве, и сумма расходов составила всего 2700 евро. А прайс-лист, предоставленный Академией пилотов МЧС в Германии, показал, что курс, который прошел пилот, стоит в десятки раз меньше суммы, предъявленной Валерию. Теория, ту, которую я прошел в Данаверте, в этой академии обходится в 1200 евро. Тогда возникает вопрос, куда были потрачены эти баснословные, в десятки раз превышающие стоимость на рынке сумма. Казавиаспас, в свою очередь, обвинил бывшего сотрудника во лжи. В интервью одному из казахстанских каналов генеральный директор Казавиаспаса Малик Досымбеков показал счета, по которым на переподготовку каждого пилота было затрачено 19,5 миллионов тенге. В
В эту сумму вошли перелет, проживание, курсы в Германии, практические занятия в Казахстане и услуги переводчика для иностранных тренеров. Севастьянов должен выплатить нам 8 миллионов. Ну, после этого начались вот эти его подсчеты, рассказы о том, как что он день недоработал и так далее, и так далее. Ну, здесь, мягко говоря, я хочу сказать, он, конечно, некорректно. С другой стороны, могу сказать, этот человек врет. И сильно врет. Скандал вокруг переподготовки казахстанских пилотов приобретает международную огласку вкупе с расследованием французской прессы о злоупотреблениях в высших эшелонах власти, связанных именно с поставкой в Казахстан 45 новых еврокоптеров и открытие совместного вертолетного завода под Астаной. По данным газеты «Le Monde», люди из очень близкого окружения экс-президента Франции Николя Саркози получили как минимум 300 тысяч евро откатов после заключения сделки на общую сумму в 2 миллиарда евро. Более того, издание предполагает, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил в качестве условия оказание прямого давления на бельгийских чиновников со стороны французского государства. В обмен на выплату колоссального штрафа в размере 23 миллионов евро следственные органы Бельгии прекратили уголовное преследование бельгийца казахстанского происхождения Фатаха Шадиева и двух других предпринимателей, тесно связанных с президентом Казахстана, повествует издание. Французские эксперты также связывают это расследование с политическими амбициями Николя Саркози. Здесь, конечно, видно коррупционная составляющая и уверенности в том, что это был честный бизнес. Видно, что здесь честного бизнеса нету. Миллионный иск к экс-пилоту – опасный прецедент, считает Валерий. Вместе с ним в Германии отучились еще 3 пилота и 15 техников. После этого на базе уже казахстанского завода подобную программу прошли около 100 специалистов. Валерий говорит, что вслед за ним Казавиаспас покинули еще несколько сотрудников, у которых вполне возможно также появятся судебные иски, так как миллионные расходы ведомству необходимо как-то подтвердить документально. Валерий Севастьянов возвращаться в Казавиаспас не намерен. В конце февраля он попытается оспорить решение первой инстанции в городском суде. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Туркменистан готовится к запуску второго национального искусственного спутника. Президент Гурбангулы Бердымухамедов потребовал от чиновников ускорить работу над его созданием. Первый спутник, запущенный республикой, по мнению президента, не оправдал его надежд. Запуск первого туркменского космического спутника состоялся в США на мысе Канаверал 28 апреля прошлого года. Перед ним ставились обширные задачи, в том числе и по трансляции спутникового телевидения. На этот космический аппарат туркменские власти потратили внушительные средства. Запуск спутника совпал с массовой кампанией по уничтожению спутниковых антенн в домах жителей Туркменистана. Новые коллективные антенны, которые планировалось установить вместо индивидуальных, должны были принимать из космоса сигналы национального спутника. Но, видимо, по какой-то причине что-то пошло не так, и теперь глава туркменского государства настаивает на запуске спутника нового. И еще об одном запуске спутника в Центральной Азии. Российскому информационному агентству «Спутник» все-таки удалось создать собственный таджикский сервис. Напомним, что власти Таджикистана в течение долгих месяцев отказывали российскому СМИ в аккредитации, и агентство даже объявляло об увольнении всех набранных сотрудников. И вот теперь ведомство пропагандиста Дмитрия Киселева, а именно он является руководителем этого проекта, получило доступ на таджикский медиарынок. Далее в программе. Новый кошмарный рекорд авиации в Сирии. За сутки уничтожены 2 больницы, одна из них детская, 2 школы, десятки погибших, сотни раненых. Кто именно бомбил, точно пока не установлено. Нефть заморозят. Россия, Венесуэла, Катар и Саудовская Аравия договорились снизить добычу до январских уровней. Цена барреля на фоне новостей поднялась до $35. Этот шаг призван стабилизировать рынок и принести пользу не только производителям и экспортерам нефти, но и всей мировой экономике. Турецкая армия, несмотря на настойчивые просьбы своих союзников по НАТО, продолжает обстреливать курдские вооруженные формирования на территории Сирии. За сутки крупнокалиберная артиллерия производит больше 50 залпов по наступающим на сирийский приграничный город Азаз с запада соединениям курдского ополчения, чтобы не дать им соединиться с войсками Асада, которые наступают на контролируемый протурецкими джихадистами населенный пункт с востока. Это кадры агентства «Рейтер», на которых видны турецкие самоходные установки. Они обстреливают позиции курдов.
Пока действия турецких военных и рейды турецкого спецназа не оказали особого воздействия на наступающие части, и за город Азаз идут ожесточенные бои. Также армия Асада штурмует пригороды окруженного Алеппо, защитить и разблокировать который обещал премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу. А сам сирийский президент продолжает настаивать на том, что Турция и Саудовская Аравия вот-вот осуществят масштабные вторжения в Сирию. Нет сомнений, что эти страны, Турция и Саудовская Аравия, хотели этого уже давно. Я имею в виду, что Эрдоган уже некоторое время хотел войти в Сирию под предлогом создания буферной зоны. Саудиты в этом плане похожи. Возможно, они заявили об этом чуть позже, но они все хотят наземной операции. В подтверждение слов Асада сегодня в Турцию прибыли самолеты ВВС Саудовской Аравии. Объявлено о совместных с Турцией учениях в приграничных Сирии районах. Глава МИД Саудовской Аравии, говоря о перспективах совместного с Турцией сухопутного удара по сирийскому северу, заявил, что его страна к этому полностью готова, но ждет согласия Соединенных Штатов. Отправка сил специального назначения королевства для любых операций в Сирии связана с решением коалиции касательно наземного компонента борьбы против ИГИЛ. Поэтому временные рамки не зависят от нас. Если международная коалиция во главе с США решит ввести сухопутные силы в Сирию, Саудовская Аравия готова принять участие и отправить свой спецназ вместе с войсками других стран. Тем временем с территории Сирии в Турцию продолжают потоком поступать раненые во время бомбардировок сирийского города Азаз. Наш корреспондент Шахида Якуб продолжает наблюдать за ситуацией на сирийско-турецкой границе. Шахида, здравствуйте. Что сейчас происходит на границе? Спасибо, коллеги. Практически всю ночь машины скорой помощи перевозили раненых с границы Сирии с города Килис до Газиантепа. Именно сюда доставляли самых тяжело раненых больных в результате нападения сразу на поселок Азаз, это в Сирии, а также на Эрбиль, это тоже в Сирии. В Эрбиле бомба попала в больницу гуманитарной организации Médecins Sans Frontières, было очень много погибших и раненых. Médecins Sans Frontières уже ответила тем, что практически обвинила Россию в этом нападении. Однако эту информацию очень тяжело подтвердить. Дело в том, что в районе Эрбиля и Азаза оперируют как и турецкие военные, то есть они обстреливают эти районы с турецкой стороны, так и российская авиация. По словам тех людей, которые были в Эрбиле и в Азазе, туда, к сожалению, сейчас попасть практически невозможно. Позиции ИГИЛа там находятся в горах. То есть, если турецкие СМИ говорят о том, что ИГИЛа там нет, это не совсем подтверждается независимыми источниками. Сегодня мы находимся прямо на границе с ИГИЛом, это уже другой район, поселок Каркамыш, который, в принципе, от ИГИЛа 400-500 метров. Здесь живут местные жители, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам с той стороны, со стороны ИГИЛа. Их единственная защита – это турецкая армия. По их словам, бомбовые обстрелы тех районов ИГИЛа ведутся, но ведутся со стороны американских военных. Они даже пошутили, сказали, что российскую авиацию они до сих пор здесь еще пока и не видели. Спасибо, Шахида. В Сирии, между тем, поставлен новый трагический рекорд. Вчера неопознанные самолеты только за один день разбомбили сразу 2 международных госпиталя и 2 школы. Сирийская оппозиция обвиняет в бомбежках Россию, которая со своей стороны заявляет, что удары могли нанести американцы или турецкая артиллерия. Это кадры Рейтер, которые агентство распространяет со ссылкой на сирийские социальные сети. Как утверждают пользователи, на них последние авиаудары, в результате которых погибли десятки человек и сотни были ранены. На кадрах опять убитые дети. А это кадры разбомбленного госпиталя международной организации «Врачи без границ». И по поводу именно этой бомбежки идут ожесточенные споры. Кто нанес удар по госпиталю, координаты которого хорошо известны всем участникам сирийской войны. США уже обвинили Россию в том, что ее действия на севере Сирии в последние дни полностью противоречат достигнутым в Мюнхене договоренностям. Последние дни на севере Сирии действительно наблюдаются усиленные бомбардировки. Это противоречит мюнхенским договоренностям. 4 нефтяные державы – Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла – договорились сегодня заморозить рост добычи нефти и зафиксировать его на уровне января этого года. Этот шаг призван стабилизировать рынок и принести пользу не только производителям и экспортерам нефти, но и всей мировой экономике.
Решение, принятое министрами энергетики 4 стран в Катаре, рынок не убедили, и стоимость нефти, сначала подскочив на новостях до $35 за баррель, впоследствии даже немного упала. Эксперты рассчитывали, что нефтяные державы сократят производство и тем самым разгрузят перенасыщенный сырьем рынок. Но этого не произошло, хотя уровень добычи пока расти не будет. Показатели на январь 2016 остаются рекордными. К примеру, добыча России в прошлом месяце составила почти 11 миллионов баррелей. Это максимальный показатель с момента распада Советского Союза. Известный музыкант, бывший лидер группы «Ляпис-Трубецкой» Сергей Михалок, которому под угрозой тюрьмы был запрещен въезд на территорию Беларуси, приехал в Минск. Несмотря ни на что, он собирается получить гастрольное удостоверение, чтобы выступить на главной арене страны. Сам Сергей Михалок предпочитает жить в Киеве, где с ним встретился наш корреспондент Вадим Кондаков. На входе в киевский клуб «Атлас» длинная очередь, аншлаг. Совсем скоро начнется выступление группы «Брута», нового проекта Сергея Михалка, бывшего фронтмена коллектива «Ляпис-Трубецкой», которого многие помнят вот таким. Улетает юность стаей белых лебедей. Но теперь Сергей Михалок выглядит вот так. Теперь Михалок – это жесткий, накачанный, татуированный тип, который честно поет о том, о чем хочет, будь то политика или собственная клиническая смерть. Живет и работает он на Украине. Год назад даже получил вид на жительство. Михалок активно поддерживал Майдан, а его песня «Воины света» стала неофициальным гимном событий двухлетней давности. Воины добра, воины света, яростно сварай, бьются до рассвета. В последнее время Сергей Михалок почти не дает телеинтервью, но сейчас перед концертом согласился поговорить с нами. Нас приняли в огромную семью. При этом мы не знаем хорошо украинской истории, мы не размовляем на мове, мы не ходим в вышиванках, у нас нет вот этой этнической и национальной характерной, да, черты, но нас идентифицируют как родных. Михалок, как колобок постсоветской эстрады, ушел от всех, включая белорусского батьку. В родной Беларуси за оскорбление президента на него якобы даже возбудили уголовное дело. А в России, куда Михалок переехал из Минска, его проукраинская позиция сделала врагом местных патриотов. Его публично оскорбляли и неоднократно срывали концерты. Поэтому теперь сражение за мир во всем мире он ведет из Киева. Больше 5 лет мы не выступаем в Беларуси. Последние 2 года перед выборами было очень сильное давление на лидеров мнений, да, так называемых, в кавычках назовем. То есть была огромная война на все, что связано с субкультурой, подвергалось жесткому прессингу. После Майдана люди поняли, что улица рождает своих собственных генералов. Я не выступал в родной стране. Там почти 2 года я там не показывался. Что это? Это срок химии, ссылки. Когда до концерта остается около часа, Михалок спешит в гримерку. Ведь еще нужно переодеться. Походная утюжка. И главное, распеться перед концертом. Он, кажется, и сам все еще не может определиться, кого в нем больше. Тонкого лирика, умиротворяющего и объединяющего, или воинствующего панка с крепкими татуированными мускулами и громким голосом. Или любящего отца, а может быть, любимца публики. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.